Привет, друзья! Про Ермака и про то, что вообще происходит. Трамп дал Зеленскому время до 27 ноября, чтобы не выпендриваться и принять тот самый мирный план. Зеленский решил играть свою игру, отправил Ермака в переговорную группу, думая, что таким образом он его спасет. Не получилось, и вот тут уже начались воспитательные работы. Скажу больше, это не конец, это только начало. У НАБУ сегодня есть больше чем 70 подозрений. 70 подозрений на ближайших к Ермаку депутатов, слуг народа, которые голосовали за его преступные инициативы. Конечно, все это не закончится, конечно, все это будет продолжаться. Что вообще происходит? Не буду утяжелять вас подробностями перипетий и подковерных игр, которые сейчас происходят, но скажу самое основное. Зеленский на сегодняшний день украл так много денег, что, я думаю, в головах всех вас это просто не поместится. На сегодняшний день это самое большое воровство вообще в новейшей истории. Еще никто никогда не воровал в таких объемах. Конечно, на Западе о всем этом знают. Конечно, все это еще вывалят Зеленскому на голову, потому что это самая типичная, самая простая форма работы Запада. Дают воровать, а потом держат под колпаком. Судьба штука, конечно, интересная. В свое время НАБУ в Украине было создано как такой способ контролировать власть в Украине Западом. И, конечно, НАБУ окончательно превратила Украину в абсолютно зависимое формирование. И вот выгодополучатели Майдана когда-то очень хвастались тем, что они побороли коррупцию, что создали кучу этих антикоррупционных органов. Тогда они еще не знали, что придут за ними. И вот сегодня за ними пришли. Конечно, это начало конца Зеленского, я бы сказала, даже продолжение конца Зеленского, потому что Ермак для Зеленского это вот та самая игла Кощея. Без Ермака нет Зеленского. Ермак это Зеленский, Зеленский это Ермак.